Приветствую вас, близнецы, на моем канале. Сегодня хочу рассказать, что будет происходить в вашей жизни в марте 2021 года в таких сферах жизни, как любовь, карьера, финансы, здоровье. Также мы посмотрим ваш внутренний мир, препятствия и в конце совет, я вам дам. Весь расклад сделан на 7 колодах, каждая отвечает за свою сферу. Мне захотелось в благодарность вам за интерес к моему каналу, за интерес к моим видео, за ваши лайки, за ваши дизлайки тоже, особенно за ваши подписки. Сделать такой вот сложный расклад. Я намеренно не записывала перетасовку колоды, раскладку, потому что это занимает массу времени. Чтобы не отнимать ваше время, мы сразу приступаем к прочтению прогноза. Почему я взяла 7 колод? Для того, чтобы каждая колода могла полностью участвовать в каждой отдельной сфере. Понимаете? То есть, вот посмотрите, у вас, видите, здесь выпала десятка пентаклей, и здесь она опять выпала. То есть, понимаете, а если бы я использовала одну колоду, возможно, мы бы ее здесь не увидели. Поэтому вот, я посчитала, что так будет правильнее. Это, конечно, как бы сложнее, дольше, но так лучше, скажем так. Поэтому, что, приступаем. Начинаем с внутреннего мира, заглянем сначала туда, посмотрим, что там. Тут у нас выпадает интеграция. Она говорит о том, что нужно принять себя как цельную личность, принять свою и светлую, и темную сторону, и понять, что эти части, они неотделимы друг от друга. И не нужно как-то насильно пытаться их объединить, вот как-то соединить их в себе. Они уже есть, то есть они уже внутри вас интегрированы, то есть это как ваш ось, как ваш центр внутри вас. И главное просто их увидеть, понять, почувствовать, И тут, как говорится, знаете, медитация вам в помощь, ощутить вот это единство вот этих двух противоположностей в себе. Поэтому вот такое интересное первое. Кстати, это будет первая половина марта, это вторая половина марта. А во второй половине марта тут еще интереснее. Здесь безмолвие, выпало молчание, карта, которая говорит о достижении внутренней гармонии. Это, знаете, это когда идет остановка внутреннего диалога внутри нас, и вы сосредотачиваетесь на ощущении, а не на словах. То есть вы начинаете слышать свою интуицию, и вот эта карта тоже об этом говорит, я потом вам еще как бы поподробнее расскажу. То есть вы начинаете слышать интуицию, приходит понимание, как бы понимание и ощущение своего внутреннего света. И все как бы, знаете, как загорается, как будто бы загорается такой внутренний свет внутри вас. Ну хорошо, давайте перейдем к обычной нашей жизни, к нашим сферам: любовь, карьера, финансы, здоровье. Тут просто прекрасно все. Начинается все с такой хорошей, самой лучшей карты Солнце, которая говорит, что если вы одинокий, то вам прям вот, знаете, судьба пошлет встречу, это вообще сигнификатор судьбоносной встречи. Это лучший человек из лучших, который только мог прийти в вашу жизнь, то есть это новые отношения, это такая прям большая любовь. По этой карте идут признания в любви, помолвки, свадьбы, то есть это крепкая, счастливая семья, то есть тут любовь, забота друг о друге, успешный брак, в котором люди верны, преданы друг другу. По этой карте идет рождение детей, внуков, или же у вас уже есть очень маленькие дети, внуки, как бы радость от них, которые вас радуют. Это вообще примирение с собой, когда мы, допустим, вот как интеграция, когда мы не могли принять какую-то часть себя категорически, и тут вот мы как бы миримся сами с собой. Здесь радости могут быть за успехи детей, то есть они что-то там заканчивают, куда-то поступают. Так, еще что тут? Это может быть радостное объединение, воссоединение с кем-то, кто-то приезжает, с кем-то вы миритесь, может быть, если с кем-то были поруганы, то есть потепление в отношениях тоже карта может показывать. Но это просто вот все самое лучшее, что вы можете себе представить, это карта Солнца. То есть первая половина марта, просто прекрасная для вас, близнецы, поздравляю вас. Вторая половина, королева Пентаклей, она говорит, она как бы в продолжении этой карты говорит о том, что
отношения продолжают быть крепкими, семейными, да, то есть, возможно, эта карта показывает вас. Вы тут такая, знаете, хранительница очага, да, у вас все чистенько, красивенько, да, вот прям из дома уходить из вашего не хочется. Это, если вы мужчина, это может быть ваша супруга, да, это вообще карта вот какой-то верности, семейственности, такой стабильности. Также эта карта говорит о готовности к браку, да, если вы просто встречались, то есть, возможно, вы примете решение пожениться. Говорит о готовности к рождению детей, да, возможно, вы начнете как бы задумываться, готовиться к этому. Ну, в общем, здесь по этой карте вы тоже можете получить как бы все, что хотите. Поэтому вот такая прекрасная, да, такой прекрасный месяц у вас в любовной сфере. Там все прекрасно. Переходим к карьере. Здесь все не менее прекрасно, чем в любовной сфере. Вам, знаете, в этом месяце как-то крупно везет, близнецы. Смотрите, шестерка пентаклей, да, для тех, кто ищет работу. Она говорит, все получится, вы удачно устроитесь, да, будет очень классное место. Тут, возможно, вообще, понимаете, тут чуть ли работа к вам не на дом придет, да. Может быть, вы дома найдете работу или возле дома, но тут вот что-то вот как-то связано, что работу, за ней даже далеко не надо будет ходить, как говорится. Потом, что тут еще? Тут может быть деловое партнерство очень удачное, работа в команде тоже хорошая будет, разделение труда, да, где каждый делает то, что может делать лучше, чем другой. Хорошие условия, хорошая зарплата. Также здесь может быть, вы можете просить, да, допустим, повышение зарплаты или повышение должности. Тут как бы вам не откажут, да, вы получите это. Тут еще что может быть? По бизнесу. Здесь идет начало бизнеса, может быть, да, вы открываете какой-то бизнес, развитие бизнеса уже имеющегося. Здесь могут в ваш бизнес какие-то, да, делать вложения, вливания. Потом, что тут еще может быть? Ну, тут могут быть, конечно, смена, да, смена, рокировка какая-то может быть тоже в работе, да, то есть, допустим, вы работали на одной должности, вас просто перевели на другую, да, то есть не повысили, а перевели, и вам может сначала казаться, что это как бы, ну, не очень, да, а потом вы со временем поймете, что это такие некие подарки, да, были от судьбы, поэтому как бы сразу не расстраивайтесь. Но здесь все очень прекрасно. Ну, то есть вы получаете некие подарки. А в каком же виде, я не знаю, в каком вы их получите. В виде новой работы, лучшей работы, другой работы. То есть, ну вот, улучшения, причем такие серьезные. И как продолжение, понимаете, конец месяца, еще и десятка пентаклей. Ну это просто прекрасно. Десятка пентаклей у нас говорит о том, что ну, вы тут, конечно, мастер, да, мастер своего дела, вы человек опытный, да, вы занимаете какое-то прочное положение в своей сфере, да, вы, ну, в общем, тут у вас, знаете как, тут идет стабильное положение дел в работе, да, тут бизнес, опять же, процветает, удачные инвестиции могут какие-то быть, если вы хотите куда-то инвестировать, то здесь очень удачно вложите, прям потом будете получать сливки. Тут могут быть какие-то большие проекты начинаться, опять же, повышение, да, кого не повысили в начале, точно повысят в конце месяца, получите какую-то хорошую должность, хорошее вознаграждение, опять же, хорошие условия труда, понимаете, то есть здесь вы работаете в красивом офисе, в красивом каком-то здании, не знаю, вас окружает, в общем, очень хорошие условия труда. Опять же, по этой карте идут какие-то гарантии вам в работе, хороший соцпакет, да, то есть, ну, карта очень шикарная просто для работы. Вы, в общем, получаете максимум в своей карьере. Того, о чем вы там мечтали себе, планировали, хотели, думали, просто вот выжимаете максимум в марте. Хорошо, переходим к финансам. Шестерка кубков. Ну, шестерка тут говорит, да, как бы о небольшой стабильной прибыли, без всякого риска, то есть это просто деньги, которые приходят, да, там зарплата, аванс, то есть которые мы постоянно получаем каждый месяц. Также эта карта хороша для начинающих бизнесменов, да, она говорит, что тоже будет прибыль, небольшая прибыль, но зато стабильная.
Что тут еще? Тут могут быть какие-то дополнительные доходы, подарки могут быть, премии, наследство даже вы можете по этой карте получить, кому это актуально. Также по ней еще идут траты на жилище, да, траты на наш дом. То есть мы что-то покупаем в дом для повышения своего качества жизни, да, то есть какую-то мебель, посуду, не знаю, там телевизор, холодильник, это все что угодно. Все, что как бы посудомоечная машина, да, все, что облегчает нашу жизнь, допустим, там, не знаю, робот-пылесос, да, то, что поможет нам избавить нас от каких-то обязанностей. И смотрите, дальше еще интереснее. Туз Пентаклей. Туз Пентаклей это просто вообще, это, знаете, еще одна из лучших карт. Вам выпали две лучшие карты, понимаете? Солнце и Туз Пентаклей. Это дар небес. Это просто вот Вселенная делает вам большой-большой подарок. Это тоже, это какие-то подарки. Это получение денег из каких-то других источников. Это не ваши деньги, это деньги чужие. Вам просто их дают. Дают, дарят, отдают. Это какая-то просто помощь, это наследство. Это может быть в виде, допустим, каких-то государственных помощей, да, там субсидий там, и вот всех вот этих дел государственных. Это что тут еще? Тут прибыль идет от инвестиций. То есть если вы вкладывались куда-то, да, раньше в банк, в акции какие-то, не знаю, там делали какие-то вложения, эти вложения приносят здесь результат, да. То есть это приток наличности, деньги просто стекаются, понимаете, стекаются рекой в ваши карманчики в конце марта месяца. Это может быть открытие счета в банке. Это, кстати, покупка земли, покупка дома, покупка земельного участка. Кому актуально, кто сейчас занимается поисками или вот, да, кому это важно, то могу вам сказать, что в конце марта вы точно найдете или дом, или участок, или квартиру, вот, что вам интересно, и у вас будут деньги на это. То есть, возможно, вам или кредит дадут, да, если вы сейчас его оформляете. То есть вы получите эти финансы откуда-то, от какого-то источника. Кто-то поможет, да, там родители, какая-то родня, может быть, даст деньги, не обязательно их брать в кредит. Может быть, вы там какое-то дело провернете, да, и вот вам придет такой источник большой. То есть это прям большие деньги, да, большие деньги. Поэтому сама судьба вам, да, дает такой подарок щедрый. Так, хорошо, переходим к здоровью. Что тут со здоровьем? Ну, со здоровьем все в порядке. Десятка пентаклей. Очень крепкое здоровье. Знаете, никакая зараза, как говорится, не прилипает к вам. Очень сильная энергетика, хороший иммунитет. Поэтому тут у вас энергия, она, знаете, как она восполняется от общения с окружающими. То есть вот, скорее всего, если у вас в семье, да, кто-то родился, кто-то маленький, вы вот общаетесь с маленькими детками, да, и вы прям так воодушевляетесь, да, и прям приплыв такой энергии идет. Хочется прям делать все больше и больше. Также эта карта говорит, что если вы заболеете, да, то семья и родственники, да, ваше окружение, они всегда вас поддержат. Да. Если вы болели, да, допустим, вот вы сейчас болеете, да, начинается месяц, говорит, что тут улучшение вашего состояния, да, то есть по десятке пентаклей выздоровление. Также по ней идут какие-то наследственные болезни, могут быть генетические, да. Ну, вообще, в принципе, это крепкое, хорошее здоровье, да, то есть тут вряд ли будут проблемы со здоровьем, у кого их нет, в принципе. Так, хорошо, вторая половина месяца, семерка кубков. Ну, тут, знаете, тут, получается, вы слишком увлеклись работой, да, по десятке пентаклей. Тут вы вылаживаетесь не на 100%, а на 300%, да, и забываете уже о своем здоровье, поэтому срочно нужно уменьшать нагрузки, больше отдыхать, гулять, потому что, да, это может привести потом к психологическим проблемам, да, к истощению профессиональному, да, поэтому... И тут еще, знаете, какая опасность есть? Это карта вообще вредных привычек, да, тут важно, как говорится, не спиться на радостях, да, потому что, видя вот этот туз пентаклей и десятку, да, тут вы получите какой-то большой такой подарок от судьбы, да, куда-то вложитесь хорошо, не знаю, там в свой бизнес, в квартиру, в дом,
И тут, как говорится, будет столько радости, что захочется это дело долго отмечать. Поэтому она предупреждает, смотрите, будьте аккуратны, да, с алкоголем. Хорошо, переходим к препятствиям, да, препятствия на вашем пути. Первая половина марта, она говорит, здесь нужно контролировать свое упрямство и вспыльчивый характер. Ну вы же знаете за собой, да, эту черту, поэтому она говорит, пожалуйста, контролируйте. Или же сами потом и пострадаете. Понимаете, это ваше препятствие. Вот эта вспыльчивость, это ваше препятствие. Поэтому контролируйте, следите за собой. Девятка мечей. Девятка мечей показывает, что вы боитесь, да, вы чуть ли не находитесь не в панике, в страхе, да, вы даже теряете контроль, способность мыслить, анализировать то, что для вас вообще, да, естественно, это состояние. Поэтому она говорит, не надо бояться, препятствие, страх, не бойтесь. Здесь по этой карте делайте, что должны, и будь что будет. Она говорит, не бойтесь, но если эти деньги пришли, да, спокойно вкладывайте их в этот дом, в бизнес, куда угодно, не бойтесь, все будет хорошо. Ну, понятно, что это страшно, да, делать такие серьезные шаги в своей жизни, но она говорит, не бойтесь, все будет хорошо, не переживайте, поэтому не волнуйтесь. Так, и совет, что же карты советуют? Смотрите, значит, здесь в первой половине карты советуют, карта башня, да, в Ленорман. Она говорит, уделите внимание организационным вопросам. Ну, это я не знаю, это как-то связано с работой, да, скорее всего, с вашей. То есть организационный вопрос, это, ну, не знаю, там какие-то ваши рабочие дела. То есть какое-то нужно обязательно уделить внимание именно работе. Понимаете, вот в первой половине марта вот для вас пометочка такая, да, обязательно уделите внимание организационным вопросам. Я не знаю, это вам будет, когда это произойдет, вам будет яснее. Вторая половина месяца, здесь Луна. Луна о чем говорит? Первое, о чем она говорит, и самое важное, это прислушайтесь к своей интуиции, да, и не бойтесь. Прислушайтесь, интуиция вам плохого не посоветует. То есть она скажет вам, как действовать правильно, а как прислушаться к интуиции. И здесь нам приходит на помощь карта молчания, которая говорит, остановите внутренний диалог, да, в голове, который происходит у вас, да, где вы там постоянно все обдумываете, крутите, вертите, эти мысли там роются, да, в вашей голове. Просто остановите этот поток мыслей, да, вот сядьте, это вот как медитация, знаете, сядьте, отключите мозг, просто отключите его. И послушайте вот это вот внутреннее молчание свое. Внутреннее молчание это и есть ваша интуиция, да, ваш внутренний голос. И он вам посоветует, как правильно делать, куда вложить эти деньги, да, как вложить. То есть вы просто прислушайтесь не к голове, не к уму, да, а именно вот к своему внутреннему состоянию. Две карты на это указывают, понимаете, это не случайно. Поэтому, а еще она говорит, что, возможно, вы должны как-то показать или высветить свои возможности, да, для привлечения внимания. Возможно, здесь, знаете, как будет проигрываться, что для получения вот этого подарка, да, не знаю, какого-то там приза, еще чего-то, выигрыша, не знаю, просто каких-то, какой-то помощи, вам нужно будет показать свои возможности, то есть... Ну, здесь, кстати, похоже, да, на то, что вы просите денег, допустим, у человека на что-то, и вы должны показать, что вы сможете их отдать, допустим, да. Вот так может проигрываться. То есть карта советует высвечивать свои возможности или на работе показывать руководству, да. Вот по десятке вы приходите, допустим, просить повышения, а тут вы его получите. Она говорит, а вы покажите руководству, да, ну, на что вы способны. И как бы они с удовольствием скажут, ну да, хорошо, давай, ты уже тут засиделся, давай тебе как бы повысим. Поэтому не стесняйтесь, показывайте себя, слушайте интуицию, и все у вас сложится просто шикарно. Так что вот такая вот информация у меня для вас, близнецы. Благодарю вас за просмотр, за интерес к моему каналу, да, за ваши лайки, дизлайки, которые вы ставите. И вообще, мне очень приятно. Все, благодарю вас за просмотр.